Аламай маған күнінен айқал болуын әғәрде баргытыгар. Эһиги Жукускай корат Виссарион Григорьевич Белинскай атынан библиотека ытар тәрәһенегер кирен олорогот. Быйылгы 2 тыһынча хүрбекке сылга биһиги республика быт сүз сылын толбутун белетиякпит. Оны таһынан Илдархан Айсен Николаев бу сылы ие сылынан билдерде. Бүгүн биһиги тәрәһеммит ие олоқпут ахуара диен. Ие биһиги олоқпутугар суолтатын, жекерген туруктах боларын онно сүдөр олун туһунан кепсетиякпит. Добрый день, дорогие гости, участники нашего сегодняшнего мероприятия, посвященного самому родному, близкому человеку. Юбилейный для Республики 2022 год Айсен Сергеевич Николаев объявил Годом Матери. В своем послании Государственному собранию Илтумен глава Якутии отметил особую роль женщин, матерей в жизни каждого человека. Будерехни Илян Сахалан Итяхпыт, Жокускай Корат, Краю Юректет библиотекатын сүрін лехеттере Оксана Владимировна, Онна Айталина Федоровна. Терехен 2 тылынан барыга Сахалы Онна Нучалы. Республика битигер билинги кемге ыл елере, эбелере, күннәгы түбүктен быз булан улус надалак, жонун сергени бихиретер, обществага тухалак миссияны сүгеллер. Ол курдук биһиги бастакы ылжыппыт, Матери России, бүтүн Россиятагы общественный камсаахын саха серинега салатын салаячыта, Саха Республикатын народын кахайсыватын дөләк үлехете, Саха Республикатын сударственный гражданская службатын туйгуна, чурапчылугун бачотта хылыктага Прасковья Петровна Борисова. Прасковья Петровна, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, поздравляем вас с началом юбилейного года нашей республики и Годом Матери. Прасковья Петровна, расскажите, пожалуйста, для наших слушателей о деятельности и планах Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения Матери России. Добрый день, уважаемые участники нашей встречи. Я тоже от имени Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения Матери России поздравляю всех вас с началом нового года, 2022 года, который у нас объявлен главой республики Годом Матери. Действительно, наша общественная организация, которая была создана в 2014 году, а Всероссийское общественное движение было создано у нас в 2012 году. В этом году отмечает свое десятилетие это движение по России. Движение нашей Матери России в республике, они созданы у нас во всех улусах республики, в 36 муниципальных образованиях представлены наша общественная организация. Организация проводит многогранную работу именно вот по повышению социальной роли матери, повышению ее роли, да, и укреплению института семьи и семейных ценностей. И среди таких значимых, скажем так, показателей или результатов этой работы это принятие парламентом Якутии закона об ответственном родительстве, который у нас был принят в 2016 году. Это учреждение в республике Дня девочек и Дня сына по инициативе Общественного движения Матери России. Этот праздник у нас сейчас широко отмечается по всей республике, уже признается. И создание тоже по нашей своей общественной инициативе музея, или правильно он называется экспозиционный зал «Материнская слава Якутии», который расположен на 6-м этаже по адресу Курашова, 24. Это разработка и реализация проекта «Бессмертный материнский подвиг», который был посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне, и реализация проекта, самого нашего такого главного проекта, с которого мы начали свою работу, это «Здоровая мама, здоровый ребенок». Вот эти программы, по ним мы сейчас и до сих пор работаем, которые касаются именно здоровья мамы и ребенка, именно нравственного воспитания наших девочек,
укрепление института семьи и так далее. И, конечно, мы сейчас большое значение придаем именно воспитанию наших девочек как будущих матерей, воспитанию наших мальчиков как будущих отцов, потому что все будущее нашей республики будет зависеть от нашего юного поколения, от наших детей. И мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы вот эти основы семейной жизни, семейного устройства, как можно раньше преподносились им, начиная со школьной скамьи. Поэтому мы инициировали включение в общеобразовательную программу средних общеобразовательных школ таких школьных программ, как азбука семейной жизни для 8-9 классов, «Я будущий семьянин» для 10-11 классов. И эти программы были поддержаны Министерством образования республики и введены в школьные программы 35 часов в неделю, то есть за учебный год, то есть 1 раз в неделю, как факультативные занятия. И вот эти курсы у нас сейчас, ну, конечно, я не скажу, что они прямо у нас хорошо идут, но в целом эта инициатива была поддержана, и они пошли в школьную программу. Также у нас по инициативе нашего движения была создана школа будущей семьи для студентов, так скажем, Якутского сельскохозяйственного техникума. Именно для 2-го курса мы такую аудиторию специально подобрали. И эта школа уже работает на базе этого Якутского сельскохозяйственного техникума. Уже 3 года работаем мы, и очень эффективно, хорошо работаем. А вот сама школа была создана еще ранее, в 2014 году, и мы на разных площадках его проводили. Но, конечно, мы тоже ищем, ошибаемся, стараемся, да, все это, нарабатываем тоже опыт работы. И вот эта вот школа именно на базе Якутского сельскохозяйственного техникума, она как-то более, нам показалась более удачной попыткой и более такой эффективной. Ну, как вы все знаете, у нас в республике учрежден знак «Мать-героиня Республики Саха-Якутия», который присуждается матерям, родившим 10 и более детей. Это единственный регион у нас в России, Якутия, который имеет такой знак и такое звание, высокое звание для матерей, мать-героиня. И мы очень этим гордимся. Это гордость и достояние всей нашей республики. И, конечно, и это говорит о том, что в государственной политике, в руководстве республики именно материнство является приоритетом, охрана детства является приоритетом. И на сегодняшний день в республике 25 женщин гордо носят это высокое звание «Мать-героиня Республики Саха-Якутия». 140 матерей награждены знаком «Материнская слава» 1, 2, 3 степеней. И, ну, конечно, все это повышает их социальную роль матерей, да, повышает их ответственность. И мы вот сегодня стали свидетелями тому, что матери делают осознанный выбор уже на многодетность. Многодетные семьи у нас каждым годом прибавляются, и это очень радует. И конечно, мы всеми усилиями и государственных органов, усилиями и общественных организаций, и поддержки населения, да, все это мы приводит к тому, что наши демографические показатели улучшаются. Конечно, наша Якутия всегда отличалась своей такой традицией. Многонациональный наш народ любит вообще вот большие семьи. И вот эта многодетность у нас это еще издревле, да, у нас якутского народа. И поэтому многодетные матери вот Якутии, они всегда несут огромную такую большую ответственность, которая требует колоссальных и духовных, и физических сил. И, конечно, и мы должны всеми тоже силами помочь им в этом, чтобы они могли достойно нести вот свою миссию материнства, миссию матери. И очень удовлетворены тем, что глава республики объявил 2022 год годом матери. Это очень мудрое
и правильное решение со стороны главы республики. И вот сегодня мы, говоря об этом, все наши усилия органов и государственной власти, и общественных организаций, и, конечно, нашей общественной организации, на нас была в этом году большая ответственность в реализации этого года матери. Сегодня мы, вот буквально я через несколько минут вас покину и уйду тоже на переключусь на совещание по рассмотрению именно плана мероприятий, посвященных году матери. Это большое совещание, которое проводит министр труда и социального развития Ирина Александровна Волкова. И мы должны там тоже обсудить вот эти вопросы. Это очень тоже жизненно важный вопрос для нас, матерей, будет. И план в таком проектном варианте, он уже наверстан, конечно, там еще требуется доработки, но это будет очень большой, огромный пласт работы всех органов государственной власти, республики, общественных организаций, медицинских учреждений и так далее, касаемые сохранения здоровья матери, касаемые сохранения ее нравственного, морального настроения. И мы должны сделать все, чтобы наша мама в этом году и последующие годы чувствовала себя более комфортно, более уверенно, более стабильно и была здоровой и счастливой. И сегодня я хочу сказать, что все-таки материнство, ее созидательная роль матерей очень в нашей республике как-то показательна, потому что население в целом силами своих усилий, да, при поддержке муниципальной власти на местах очень много внимания отводят именно нашим матерям. 49 скверов есть в нашей республике, посвященные матерям. Это и монументы, это и стелы, 2 памятника, да. Все это говорит о том, что все-таки роль матери у нас повышается. Мы стали традиционно в День матери говорить слова признательности, благодарности, да, на праздниках. Мы отмечаем 2 раза эти праздники, 2 раза отмечаем День матери, 2 раза отмечаем сейчас День отца, отмечаем День сына, отмечаем День девочек, да. Все это такие семейные праздники, которые идут, которые направлены на именно повышение престижа и семьи, на сохранение семейных ценностей и укрепление института семьи. И сегодня надо сказать, что мы, например, очень, конечно, огорчает, можно сказать, да, так, тот факт, что в последние годы глобалисты сейчас именно постепенно разрушают ценности семьи, семейных традиций, семейных ценностей. И вот только Россия остается еще оплотом сохранения наших семейных традиций и ценностей. И наша задача вот матерей именно сохранить этот институт. И задача вот нашей общественной организации, всех общественных организаций, всех наших государственных органов, мы должны понимать, что семья – это ячейка, это нашего общества. И от того будет какая семья, и от того будет какая мама, какие будут родители, будут и наши дети, и будет в целом качество нашего общества. И мы в этом видим суть нашей работы, в этом видим социальную такую важную роль наших матерей, и в этом мы видим, что наши матери способны и призваны защитить и сохранить институт семьи, потому что это глобальный вопрос выживания человеческой цивилизации. Вот на этом я хочу завершить свое выступление. И мы сегодня усилиями, общими усилиями, как призывает наш президент страны Владимир Владимирович Путин, мы должны вокруг идеи благополучной семьи объединиться вокруг этой идеи и повысить именно вот состояние, укрепить состояние нашей страны. Спасибо за внимание. Прасковья Петровна, благодарим вас, что нашли время и откликнулись на наше приглашение. Желаем творческих успехов, семейного благополучия. Спасибо вам. Спасибо. За ваш вклад. Спасибо.
Дорогие читатели, гости, если у вас в ходе мероприятия возникнут вопросы, вы можете отправить по чату или же включить микрофон и задать свой вопрос. Бүгін бейхал жікті кәлі. Саллаттар онна матростар елерін Саха Сириннағы комитетін берісі бәйтелі. Саха Сириннағы общественной палата члены Мария Егоровна Емельянова. Мария Егоровна, микрофонын қалды. Теріттебіт алтыны үйгі бұлырын 30 сылын үліләппіт, 30 сыл бұтын толбыппыт. Ол хеттен бұл теріттағы общественный теріттамын үліләпітім хүрбеттен таққа хыл болды. Білі чешіне хәретін кәмегер Александр Николаевна Майерда көмілісте бітер керен барамын. Бачаңылы көмілі әрджімін. Отын үлені үлі құрдырылы таққа үлі бұғы. Қолыбыр бұйыл хетті онта таққа байыны часқа хырыттым мен. Кавказстан, Крымтан сағалан Сахалингыдлы Дальний Восток бардың кәрейді бит. Бұл карта бабы көрім көмейдері бұл кығылдан тоқтымы борта хеджібі седді көрім. Кығылынан белетендікке. Бұл. Әлбәқ елге хеджібі кетті. Әлбәқ сіргер. Үлебі тұттын сүрін қайысқата халлаттары күттілі. Онна чешняға хеджібі туалаттар хим беріме бейттен арақсабаттар, келе туралдар, звонну туралдар. Онна Бұл рақ хеджер халлаттарға олық әйге ие болан тиер болақ кетті. де болды. Бұл 30 сыл тұқары тәхілі қадық оға көміріспіпі болой. Тәхілі қадық иеға. Үкілдер бұлана 5 хыл бола кенеге тахара бұд. Үстін ерділі өтті. Бұл болана бұл маны кенеге тахарды байыны чарсырынан ден. Олаларға берем, библиотекаларға берем, үкөйді бачарттан әлік бұл пробнай кенеге бачарттынан кәлбіті. Оғылыр, осколаға хеджер оғылыр. Армияға қайдақ службалыға әддеттен білімненін, әддеттен білен көрін баралары қолы бір ұрыт карантиніне бігі bir gölü çöçeler bu kıtta oskolarga hicret oskolarga uçuluşlarga hicret valla kadeska şkolunda şepte habit onna aksız klastan 11 klas kallı oturum oynamıca bu hi olatlar gıt hi bihi komiskaçlar bu polar hi armiya hicret takıtten öyküleri hatı bitipti tabii takı urut bile çişne kemin sana Naha hıllı toğuldu kemiger atın birinci ıl kaydağının bıllabatta. Urut hıllı toğuldu hağalda alttalığı kamnas kelbette tercibat o kurdu. Annem de o kurdu gete hepti. Bilim bolanti soygu minister bolu ottan Slovya olağı çugay. Birinin urukku kurduk arahane tübekteğer bol bakka Tağ bu yıl onu sılbıtın ıhaktan kalbiksit. O hıcır bütüne bulana ontiyo bütün Buryaçiyetten sağalığı büt. Çıtaattan sağalan Buryaçiye'nin, Amurskoy balağının, Kabarskay krayının, Primorye'nin hıcır büt. Onunla bar böyle Pariyespıdın tohtamıt kolur. Bizde baran barları hıccan kadar kurduk hıccahatı büt. Bu kelin altta halıbıha onunla banda priye kongra hatibut bile bağır alkas benim bir hayaller diyen hata edenle altta halıbıha ola harbattır onun bebit pensiye bitin munca varabut oğulur küteller kütbep o bataktır toğaz dakika nahalukan bayana çarskıp targıt yemin onunla kolor tüyük dedin çıkı halmeye hacer batta Onu bir benim tiyem baran bey benim kuşu ve kaçır
подразделение, тус по подразделение хаджар оголор бар болалар. Оны тиен барыларын мунжаммын. Де нергитчи көңүллә тактына кирен остуылдырлар алаажы баһараммыт. Ол быгар пояс 2 минут токтур. Оны ыксан таккан хемит бу пактуру тогот хөреммет 5 литрлер бу пактуру тогот хөреммет. Арастын таккарып ке. Бити 3 неделени бөһөҗөбүт. Уру тартыс мин кытта басарыта. Антан үлетен пакпадан кендики 3 жыл хәҗҗәмбара токтабыта. Атак бу кендики сендер били җәҗәм били проестрер де чепчеке болдун ден онна. Оголор колобур оголор ол сендер бин жардакны колор алмы түн эрдеттеп көрөн билен келелдер болобатта. Уже жүрөк кирер. Уже ол расписанияларын билер болалар. Кайдак туу хаҗалар көрөн келелдер. Дәвонны итак алмыгыз бол колобур аксыз токсыз класс сендер бин жабрам батта. Армия баранды хоқ түдүндөн амбарык биттилер. Бирени уже бите. Атак армия службалар болгого эбенет нада, тоди такка эт канаттына сайдаллар. Онны ияга олак нада ден токку кирер хепте. Бу дойду нада чөйдүк хижибу деп нела хабат нада чөйдүк бедин лартнар бит эбиттердин дөйдөн хепте. Onun kolubur yeler olatlargıtın ola halmaya gittin diye söylediğim kuruk toy dakika halmaya hacıbatak ki halmaya hacıbat kitten ola katın. Onda diyen kolektif köyneller, onda diyen beraber köyneller. Ondan ağadaydı kömüskü olatlar bula dibatta. Aha. İşte her yer bir respublikadan üstünce'den takılı hıcan kalbide. Onu bulanı 2 tığınca bir hıllaka bile kamnastanın köyün aksanın bakka üstü hıl zaporos bağı yutarıtı bit onu köyün bakka kanan baramın bilmem yine kemere ve diye kemereski olaska yurga korakka baramın otutan takka olga oçolorgo 3 milyonta takka kaçına kalbıtım. Onun oğlatlar üksülere horoktar jetlas bittar horoktar telete terim bittar onun ol çeşne hacı doktorun hin tuham bittara. Bununla ol heritten kalbit oğlatları öğraka gildererge ülere süpbit. Oçolorga olana studiyanlar profesörü Angela Gorovna. Iti hüccar bakım respet kendi bolar iti oçolorga studiyanlar batolorga website boldun stipendiyeleri bir stipendiye ağırlıkta boldun. Narti Angela Gorovna tiyatçı bir Alexander Nikolayevna'nın. Ondan oçolorga mer Mikhalchuk ile Filippoviş'te. Emeti heniga jüt oturgan ha komünistite ol 2 yıllıktan yakar bakçeleri götürüyor hağlamıta. Onu tühe bağırı jenilan götürün diyete. Onu da kamnastanın diyen batı olatlarga. Olatlar oçolorga beyleri tümsenler terliklidir mitir. Ondan ne diyen kabul veren, elbak o subsidiye veren eme komünistite. Onu ile Filippoviş'e onu tanara kurduk körübütepti. Anton ikiz Улханды күмәләспек беһи бастагы президент Михаил Ефимович Николаев. Эти серига җитү оттырга эми чепчетибе көрбүтә молодец. Онын эми беһи бу комитеттен наһа макталлааппыт. Онтон Егор Афанасьевич, Егор Афанасьевич олох эми олох тагара курдук хадыбыт тойдакка оголору чечага өлбүт иелерге олох же багыты бите онун олох Kuruk sanıbıt kas dedik dayı kas kapsettik dayı mamalar kellekteren dayı mamalar hotur gelen barallar gelen gören isten bilim bihi Lenin prospekin otutugar kabinet takpıt tüyüsü sonaksız kabinet onu kullanın adılak fulakatan gidecekti şab bu karantin kendinden bilin karantin diye bir biter olur but bara saçta camut aha ondan bilgin anıgı üye bu olan bu WhatsApp, Instagram, manlık elektronik posta diyen var. Onun soruyorlar onlar. Bağa ki 11 argami olatta soru büttere kabarız ketten.
Отон элбе колобур үс төттүнчө тиһи мустурус сиргәсин бир барса эридәксе булбак булды бутта. Оннук. Onun Жабу armiden armия. армияга хажыр Же- олгыты олат эхиси бесте халыр булакытты. Onu kibesine var. Командирдер bağlarım bilekten. Bu manik sılaya manik записной книжка var. Bu sonra kim tuğak nadalağın batı suyuya diyor. Manik kiniге bağlayak falan. İnnemi huwa. Оны оны калларынан көмө орор булакытты. Мария Егоровна же бу кепсянин хин мактал. Мы идем дальше. Ага. Хочется начать со стихотворения перед тем, как представить наших следующих гостей, со стихотворения о доброте. В этом мире огромном, в котором живем, я и ты, не хватает тепла, не хватает людской доброты. Пусть не ставит нам в школе оценок за щедрость души, ты однажды возьми и добро просто так соверши, и тогда на морозе щемящем запахнет весной, и тогда на земле станет больше улыбкой одной. У нас сегодня в гостях Эверстова Нургияна Агеевна, председатель автономной некоммерческой организации «Творческие женщины Арктики связаны добром», и Жукова Наталья Дмитриевна, заместитель председателя автономной некоммерческой организации «Творческие женщины Арктики связаны добром». Автономная некоммерческая организация «Творческие женщины Арктики связаны добром» образована в 2021 году. Организация досуга в районах Крайнего Севера для женщин в возрасте от 15 до 75 лет. Нургияна Агеевна, Наталья Дмитриевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, нашим читателям о своей организации, как все начиналось, о деятельности вашей организации, о планах. Пожалуйста. Добрый день. Хочу поблагодарить вас за организацию данного такого нужного мероприятия и привлечение внимания к статусу матери. Давайте расскажем немного о нас, потому что я хочу выступить также от лица молодых многодетных матерей республики. Некоммерческая организация у нас такая же молодая. Все начиналось с клуба в 2017 году, 5 лет назад. И после того, как было реализовано более 10 благотворительных проектов, мы поняли, что это интересно не только в Якутске, но и в целом в регионе, а также за пределами Республики Саха-Якутия. Сквозь этот клуб прошло буквально более 1000 человек и 1000 резидентов. Все женщины очень творческие, потому что мы знаем, что внутри каждой из нас есть частичка творческой души, частичка детства, маленькой девочки в каждой из нас сохранилась. И концепция нашего клуба в том, что можно проводить досуг, тем более в районах Крайнего Севера, где мы вынуждены большую часть времени проводить в закрытых помещениях, в замкнутых пространствах, что досуг можно проводить с пользой для себя и для семьи, для экономии бюджета семьи, для развития сенсорных способностей, для успокоения нервной системы. Все начиналось буквально с 15 человек, и за полгода оно разрослось до 254 человек. Ничего себе. Было принято решение проводить очные встречи клуба. У нас появилась своя терминология, свои правила. Правила были таковы. И так как вы библиотека имени Виссариона Григорьевича Белинского, который пропагандировал принципы народности, равенства, то у нас в нашем клубе также есть принцип равенства. Все друг друга знают только по именам, и неважно, кто чем занимается в социальной жизни. У нас есть члены Кабмина республики и обычные домохозяйки. Есть женщины, которые имеют статус инвалидов, есть активные путешественницы и блогеры.
Все мы друг друга знаем только по именам и по тем проектам, которые каждая сотворила. Так соблюдается принцип равенства. Далее у нас есть проект, где мы помогаем детям, которые нуждаются в паллиативной помощи. Почему именно они? Нас предлагали, конечно, разным организациям социальным, интернат, дом малютки, недоношенным детям вязать в клинической больнице. Но там есть уже давно свои сформировавшиеся группы поддержки, да, саппорт. Мы решили взять именно те семьи, где родители не отказались от своих детей, которые получают, возможно, меньше внимания, чем те люди, которые находятся в статусе малоимущих и так далее. Просто тихо семьи, которые живут обычной жизнью, обычный жизненный уклад и уже мало ждут, наверное, поддержки дополнительной от кого-то. И вот благодаря сотрудничеству с первой поликлиникой города Якутска, с педиатрической службой, Якутской городской думой, в лице депутата Алевтины Васильевны Эверста по совместительству моей матери, мы придумали такой классный проект. Дети каждый Новый год получают от нашего клуба вязальщиц игрушки и одежду, связанные руками. Этот проект получил название «Связанный добром». Отсюда и пришло название нашей некоммерческой организации. Далее, в 2021 году нами был реализован проект, когда мы помогали среднему медицинскому персоналу, а также санитарным работникам в красных ковидных зонах, которые месяцами не выходили из изоляторов и стационаров. Мы им своими руками сделали брошки, сумки, чтобы как-то поднять им настроение. А в 2020 году на порталах, на азиатских порталах и российских мы прогремели буквально, я бы сказала, как столица Северной Азии, потому что с музеем истории мы совершили такой интересный творческий проект, повторили по следам наших предтечей вязальных клубов творческих, международных. Мы связали огромный шарф, 13,5 метров из остатков пряжи. Это была эко-акция, потому что мы против гиперпотребления, да, и мы знаем то, что все мы экологически осознанные люди. И вот эти 13,5 метров остатков мы связали классный такой, знаете, креативный шарф мамонту. А сколько времени ушло на это? На это ушло буквально 7 часов. Да? Да. А сколько человек приняло участие? Приняло участие 13 постоянных членов нашего клуба. И еще до этого девушки доносили остатки, потому что все мы хозяюшки. У каждой у нас есть свои закрома. Это отголоски советского детства и периода. И вот мы, можно сказать, вскрыли кубышку с нашими недовязами, остатками, какими-то начатыми проектами и соединили их воедино. Получилось очень яркое пятно, что разнообразило наш такой белый ландшафт снежный. Да, классно. Ландшафтный дизайн. Творческая ассоциация женщин Арктики. Почему Арктики? Потому что у нас есть женщины, которые сидят в Алдане, Белой горе, в поселке Тикси. Очень много резидентов в городе Нерингри. Мы встречаемся в Zoom онлайн. Но основная платформа, конечно же, это WhatsApp. Особенно развилось наше движение в период пандемии, в период локдауна, потому что мы не хотим стоять на месте, мы хотим идти в ногу с трендами. Как сказал наш Илдарханов Айсен Сергеевич, мать — это та, что погревает и дарит тепло. Что, конечно, очень актуально на севере, и поэтому вязаные вещи, связанные нашими собственными руками для детей, родных и близких, это моральная поддержка и опора. Также все мы знаем, что на севере очень актуальна тема аллергий,
И вяжем мы поэтому из натуральных составов. Из шерсти мериноса, из натуральных, чтобы не было как можно меньше акрила, и поэтому проводятся мастер-классы для девочек-подростков. В этом году мы планируем провести еще один мастер-класс для детей, которые выросли в домах малютки, потому что они организовывают свои семьи там. То есть, допустим, девочка-сирота в основном ходит замуж за мальчика тоже, с кем она воспитывалась вместе. Ну, это статистика, да? Будем опираться на официальные данные. По законам нашего государства им предоставляют квартиру, они вселяются туда, но девочек не научили обустраивать дома уют. Они не знают, что такое домашний уют. У них не было бабушки, старшей сестры, наставницы. И члены нашего клуба готовы выступить им в качестве менторов. Также мы проводили мастер-классы в домах-интернатах для престарелых. Им тоже нужно тепло. Мы с ними плели мандалы. Это, знаете, такая пальчиковая терапия, которая помогает сохранить когнитивные и умственные способности, что очень актуально в третьем возрасте. Что все желающие женщины смогут присоединиться в нашу группу WhatsApp, и мы будем очень рады новым членам. У нас единственное сообщество в WhatsApp, по мнению девушек, в котором за 5 лет не было ни одной ссоры, ни одной интриги, никакого информационного негативного повода. То есть это поле чудес. Это та среда, где есть только творчество, только позитив, благотворительность, благодарность, соучастие, сопринятие и сорадость. Поэтому в этом году мы участвуем в гранте, подали заявку на грант, чтобы выиграть в Фонде культурных инициатив Российской Федерации. У нас есть поддержка от заместителя председателя правительства Ольги Балабкиной. Мы решили создать библиотеатр. Совместно, конечно, с вашей библиотекой хотели бы пригласить вас поучаствовать в данном проекте, потому что дети сейчас всегда в онлайне. Дети практически перестали читать. Так бы мы повысили их интерес к литературе, хотим персонализировать героев сказок, чтобы они получили обличие в виде игрушек. И когда женщина вяжет или творит, она плетет, есть такое выражение, что она плетет полотно своей судьбы. И она забирает время у своей семьи, вкладывая их в себя и в свое творчество. Поэтому я считаю, что такой труд должен оплачиваться. И поэтому мы оформили заявку на грант, чтобы оплачивать труд наших мастериц. И при этом, чтобы они приобщались к литературному чтению. Тогда дети, любой ребенок, даже взрослый, могут прийти и воочию посмотреть, поиграть, на ощупь, очно, да, увидеть эти игрушки, чтобы развить фантазию. В общем, сыграть в этот театр. Мысль такая. Я думаю, она вам откликается и интересна. И плюс их можно будет забрать домой. Мы посмотрим, как книги. В общем, это все решим. И самое главное, что это экологично. Это не пластик, это не металл, еще что-то. Это все живое. Очень интересно. Да, и очень так как я интересно. знаю, что у вас есть символ вашей библиотеки, которого зовут Библионик. Да. От лица нашей организации мы бы хотели предложить свою посильную помощь в его реставрации, а возможно в обновлении. Ой, очень хорошо было бы. Также у нас есть предложение проводить периодически, когда мы будем формировать этот библиотеатр, мы бы хотели провести пару творческих вечеров, где совместим женский круг, вязание, плетение с читательницами, куда может прийти любой желающий, а также резиденты нашего клуба и нашей организации. Очень хорошая идея, Георгия Нагиевна. Мы только за.
Почему так важно сейчас нам держаться вместе? Потому что, как сказал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, у россиян еще сохранилась внутренняя моральная защита от новых прозападных семейных ценностей. У нас еще живо в нас понятие материнства, женских обязанностей, женской солидарности, поддержки. И вот держаться вместе женским кругом, творя в это сотворчестве, и не разбавлять досуг какими-то дешевыми, доступными аморальными удовольствиями. У нас есть правило собриология, то есть все наши вечера, они с самого начала, все встречи, какие бы это праздники ни были, они проводятся без алкоголя и без никотина. О том, что женщина может прийти, рассказать о своих проблемах, она всегда будет чувствовать себя там понятой, и еще и уйдет воодушевленной, с вдохновением. Ей помогут и подскажут не только в ее проекте, в творчестве, но и в ее жизненной ситуации, потому что в нашем сообществе состоят коучи с международными сертификатами, профессиональные психологи. Я сама магистр психологии и конфликтологии, поэтому мы всегда будем рады новым членам. Благодарю за то, что вы были со мной эти 10-15 минут, и мы собрались в такой хорошей компании. Надеюсь, что это добрая инициатива, и наш посыл будет услышан администрацией библиотеки, и мы будем сотрудничать. Спасибо вам, что приняли участие в нашем мероприятии. Желаем вам неиссякаемой энергии, творческих успехов. Надеемся на совместное сотрудничество. Киһи бордо дойдуга ытаан бэбээтбитинэн келэт, ийэтин сылаас хоонютугар түһэр, ити күнтэн ыла кинини көмүскүүр, карыстыыр сирдээҕэ аанньал баар буолар. Ырай аанньалардан уратыта диэн, кынатара суох. Бу сирирдүгар туохтан да күүстээх, мадын күүс баар эбит ийэ оҕотугар таптала. Бүгүнгү биһиги тэрээхмитин киэргэтэ кэллэ, ийэҕэ махтал диэн ырыа кэһиилээх, ырыа яаччы, республикаға биллер ырыахыт культура туйгуна Алексей Потапов. Үтө күнүнэ Нөрүөн нөргү болохтун бука бары быһа фирге тахсыбыт бар жоммут, уанна бука бары күн күбейелер, аяга себелер. Басатан туран бука бары гытын саңа хылга өктөмөппүтүнөн исити истиндик агаддылыбын уанна республика бит баһалыгын ураагынан бука бары күн күбейелери иелерге анаммыт сылынан, белие хылынан бары оголоргут, сиеннергит, уанна туз бэм апыттан кергеттергит аттырыттан ити истин аягас агадды! Жамоннан ийен туранман ырыа кэхилээх тахсыбыт киһи буоларын быһытынан республикаға биллер Степан Васильев репертуарыттан мелодиятыгар эяға мақтал диэн ырыаны бука бары ыллаан дуораһыты хайн диэн туранман ыгыран туранман дэрэ бука барыгатын ыллырга ыҥырабын. Iyaga usiriga yüreğimi sarmadan oldum. Niye var bu sirke? Hani doydum anya. Aman hastalar.
Usirge öğretti o dilerim Алус үчүгэй, Алексейга мактал дибит. Макталлары бары чагият болун, уанна камсык соқ болун, өрү оголоргут, сеннергит макталларынан, тапталларынан угуттанаңыт, күннәгы олоқуту рәхия барыта эредақсы болун. Мактал болун. Мактал тоску. Тоску. Биреме халбытынан туханан бу экекпитин багарабыт биһиги библиотекабыттан ие тухунан арас кабааннаак материаллары булоккутун сөп колобура кохоннор, ырыалар, арас кепсәннери, ону да биһиэхэ библиотекабыттар большая семья диэн 100 тоннаах, 1990 агасыллаах тахсыбыт киниге бар. Ол бу кинигега булланы биһиги бу арас улустардан түмүллән, жогоскай кораттан түмүллән тахсыбыт бу герой иелер тустарынан олус үчүгэй 100 тоннаах киниге бар. Onu кэлэн көрөөхөтүн эме олар сыаххытын сөптен ити ыңыраарыгынабын, хэ? Мактал, олоқы үчүгэй бағай тәрәһен болла. Эхиқаме кыттыбыкытыр мақтал дибит. Бүгүнгү тәрәһэмит кыттылаахтаргар бу иеге оголорго жекергенге тухайын үлелебит, олохторун анабыт, ылжыттар бытыгар исүрәхтиттен мақтанабыт. Бу үмүт 2 тыһынча сүрбек кесыл ие сыла кескеллек, инникигер эллек, тухайлах болун ден алгыбыт. Уонна күндүк өрәтчүлер бит, сергех сәңәрәтчүлер бит, бу тәрәһинтен элбәк саңаны билбиккит боло, тухалаага бәягатыгар сонсон улбыккит боло ден эрене бит. Аныгыска фирга көрсөк кадери дибит. До новых встреч. До новых встреч. Спасибо.